Всем привет, друзья! 24 августа. И мы опять отправляемся в дорогу, потому что, как-то я уже читал в комментариях, никак без приключений. Так и получилось вчера. Вчера был у меня рабочий день. Вчера был рейс трудный, тяжелый. Приехал уже поздно ночью по темноте. Несмотря на мелкую воду, все обошлось благополучно. Хоть поздно, хоть по темноте, но мы приехали. Ездил далеко. Убедился, что наша река Печора вообще обмелела. В общем, полный трэш, полная труба. Поломался один мотор. Вот так мы едем сегодня на совершенно другой лодке. Выручил Василий, товарищ мой, вот на таком вот моторе, четырехтактный Меркурий. Вот это мотор так мотор. А мой новоиспеченный мотор, который гибрид, кончился, и по ходу проблемы с двигателем. Открутилась сначала шпилька, потом затарахтел, потом заскрипел, потом И в итоге полностью практически остановился, пришлось бросать и менять лодку. Отправляюсь за лодкой, за мотором. Буду писать производителю, что и как, потому что отработал он всего-навсего где-то около месяца. Гарантия вроде бы год. Не знаю, получится, не получится что-нибудь сделать, хотя бы вернуть деньги и отправлю этот мотор им обратно. Еду, везу свою Сузуки, в общем. Едем за мотором. Ну, а по пути попробуем порыбачить. Сначала все дела сделаем, отдам эту лодку, возьму свою лодку. Сегодня ветерок, северный ветер, волна. Самое благоприятное время для хариуса. У нас вот такая вот картина. По-прежнему продолжают гореть наши леса. Пахнет дымом, смог. Просто вон тяжело дышать, но вот все в дыму получается. Вот так вот, такая вот картина неприятная, так сказать. Ждем дождей, чтобы потушило все эти леса. Обещают дожди, но их нет. Их нет, и не знаю, когда они будут. Но подул ветерок, обещают завтра изменения погоды, будем ждать. Поехали, погнали. А заодно сейчас покажу вам, что это за мотор. Вот эта техника мне нравится. Сначала было немного непривычно, так как управление здесь все на этой ручке. Передний, задний ход. Но, повторюсь, мотор, друзья, шикарный. Мне очень понравился. И когда-нибудь, когда в следующий раз закончится или кончится этот мотор Сузуки, пока, конечно, я столько денег вложил, буду ездить на нем, сколько проезжу. А когда он сломается, по-любому буду брать вот такой же мотор. Прокатился, мне понравилось. Ну что, давайте посмотрим, что представляет четырехтактный мотор Меркурий. Для меня все было очень интересно поначалу. Нейтралка, передний, задний ход, все на одной ручке. Это как коробка-автомат. Но это примерно то же самое, что иномарка по сравнению с нашим отечественным автомобилем. Все, завелся. Вон, его не слышно даже, как он работает на малых оборотах. Вон, водичка пошла, воду качает. Вон, беззвучно, просто работает беззвучно. Вон задний ход. Все, включился задний ход. Практически даже не видно, что он работает. Крутишь ручку влево, прибавляется газ заднего хода. Остановился, опять нейтралка. Крутишь руль вправо, включился передний ход. И все, поехали. Никогда раньше я не ездил на таком моторе, на четырехтактном. Знаю, что говорят, да, экономичный, да, беззвучный, да, работает хорошо на малых оборотах. Но это все были слова. Когда я сам сел и прокатился, это небо и земля, конечно. Мотор 9,9 тянет, ну, получше вот этого Сузуки точно. Потому что вчера ехали груженные и нормально тянул, хорошо. А экономия — это просто бомба. Даже экономичнее, чем вот тот гибрид.
вообще понравился, мотор капитальный. Давайте сейчас вот посмотрим, сколько он дает скорости. И самое главное, его практически не слышно. Вон. Мне очень понравился. Когда-нибудь я обязательно приобрету такой мотор. А пока смотрим внимательно за фарватером, потому что очень опасно. Вода очень мелкая. Везде перекаты. Полный мишень. Очень-очень мало воды. Это хорошо еще, где знаешь дорогу, едешь на полных оборотах. А вчера вот я ездил по новым незнакомых местах, но ездил далеко вниз по реке Печора. И было очень проблематично, я скажу вам. Все, поехали, друзья. Следующее включение уже в деревне Скаляп у Василия. Когда будем менять лодку. И все-таки друг познается в беде. Одному, второму позвонил. Все менжевались, Василий без проблем выручил. Огромное ему за это спасибо. Человек с большой буквы, Василий Марымов. Что-то, Василий, река совсем обмелела у вас. Надо лопату взять да туннель прокопать. Прошлый год еще можно было проехать, в этот год уже не проедешь. Скоро перетаскивать придется лодку уже, если еще упадет. Это точно. Ой. Он замену привез. Здорово. Мотор ВО. У тебя какой мотор до этого был? Вихрь. Вихрь? Разница есть, да? Я говорю, я сейчас прокатился. Когда-нибудь, когда вот этот сломается, тоже такой же возьму. Мотор охренительный. Экономичный. Тянет, груз не груз, считай, беззвучно работает. Поначалу не привык, а потом привык. Красота вообще. Я когда покупал ухти, они сказали, дай, говорит, мы тебе сделаем пятнашку. Я говорю, не надо. Конечно. Во, делал, Валера, рассыпался. Ну вот. Так что большое тебе спасибо, что ты выручил. Я говорю, друг познается в беде. Один, второй сказали. Люди же свои. Да. Вот Василий дал, и все, работа сделана. Сейчас будем менять. Митрофаны ветрили. Все, да. Съездили, все нормально. Так что моторы поменяем. И на обратном пути еще немножко порыбачим. Новый винт, да? Да. Все новое, капремонт. 80 тысяч отдал за ремонт сейчас. А где тебе делают? В Ухте. Где? А этот в Троицке делал. Ну, кому-то дал. Не сколько взяли, блядь. 40 и 50. Ну вот. Купать, во. Ладно, все, меняем моторы. Задумаешь. Ну вот и коня поменяли. Наша Сузучка стоит на месте. Там, где и полагается ему стоять. А вот этот драндулет лежит поломанный. Недолго он работал. Так что, если кто-то думает покупать такие моторы, думайте сами. Все-таки не зря придумали эту поговорку, что мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи, или скупой платит дважды. Вот тебе и дешевка.
Хотели сэкономить, купили подешевле, в итоге недолго он работал. Не знаю, навряд ли мне получится вернуть, но я попробую написать им. Если был бы магазин, да, он отработал буквально месяц, не больше. А так, ну, будем надеяться, что хоть Сузучка у меня поработает. Да, посмотрим. Что это было? Куда-то задели или что, я не понял. Вроде глубоко здесь. Что-то нехороший звук. Именно так бывает, когда ломаются зубы. Надеюсь, хоть Санек собрал мне нормально его. Я больше этого не выдержу, если еще и он сломается.